Штогадовы патрыятычны праект Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі «Марафон мужнасці» праводзіцца ўжо 8-й раз. Ён стартаваў у цэнтральным брэсцкім парку каля брацкай магілы савецкіх воінаў. Удзельнікі марафону склалі кветкі і ушанавалі памяць аб загінуўшых. Потым адправіліся ў Івацевічы. Тут яны таксама усклалі вянкі і кветкі да памятнага знака на месцы, дзе падчас Вялікай Айчыннай вайны гітлераўцы пакаралі смерцю сакратара падпольнага камітэта камсамола Виктора Клютко и партизанского сувязнога Лявонтия Букшту. Сейчас у нас марафон затронул, так сказать, 5 регионов. То есть у нас присутствуют ребята из города Бреста, Брестского района, Ивацевичского, Березовского и Кобринского района. Вот. Хочется сказать то, что данное мероприятие очень важно для нас, для молодежи, потому что вот эти 40 человек, которые едут в автобусе, на самом деле это не только активисты БРСМ и люди с хорошей жизненной позицией. Вот. Это люди, которые чтят историю и память. То есть всего в марафоне принимает участие больше 100 человек. Хочется сказать, что в нашей стране очень много уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. У нас все обелиски, воинские захоронения содержатся в хорошем состоянии. За ними следят и молодежь, и предприятия, и так далее. Это все политика государства. Наступным пунктом на шляху марафону мужнасці стал помнік герою-камсамольцу Миколаю Гойшику. Хлопчику, який пусціў пад адкос 7 варожых эшелонаў, а падчас 8-го выбуху загінуў і сам. Каля помніка ўрачыста прынялі ў піянеры 13 чацвёртакласнікаў са школы ў вёсцы Вялікая Гаць. Гальштуки ребятам повязывали активисты БРСМ и ветераны комсомольской организации. Я уже давно октябренок, участвую в разных мероприятиях. И мы рады, что нас приняли в ряды пионеров в такой знаменательный день. Немагчыма было не наведаць і сапраўднае сэрца партызанскага руху Брэшчыны, мемарыяльны комплекс партызанскай славы ва ўрочышчы Хаваншчына. Тут на вострове пасярод балот у часы войны базировался штаб областного партизанского злучэння. Тут же размяшчаліся абкам камсамола, редакция и друкарня газеты «Заря», санчасць, лясная школа. Шмат цікавага удзельнікі марафону даведаліся пра партызанскі побыт. А дзякуючы бярозаўскаму клубу «Заходні рубеж» на свае вочы ўбачылі рэканструкцыю бою на чыгунцы паміж немцамі і партызанамі. Такое мероприятие, как «Марафон мужества», был организован. Тем более он был организован накануне дня рождения БРСМ. Я в БРСМ уже 10 лет и являюсь секретарем первичной, скажем, ячейки на Кобринском хлебозаводе. Данный, скажем, марафон позволяет молодежи, в первую очередь молодежи, узнать, потому что многие не знали даже, как тяжело было раньше, как наши предшественники боролись, как они сражались, как они, скажем, положили свои жизни за то, чтобы мы жили в это мирное время, за то, чтобы мы вообще жили и существовали. И я считаю это правильным. Я была делегатом первого слета старших вожатых республики, награждена почетным знаком ЦК ВЛКСМ лучшему вожатому. Ну и вскоре меня взяли в райком комсомола работать зав. Отделом учащихся молодежи и пионеров. Потом была секретарем райкома, а потом работала в областном комитете комсомола. Вот, в марафонах мужества я уже участвую не первый год. И здесь, в этом урочище, тоже была не первый год. И сегодня, конечно, значимое мероприятие. Я в подарок привезла фотографию с комсомольской конференции вот, в 1944 году, вот, подарок которой хотел преподнести вот Коля Гойшик. Марафон мужнасці на Брэшчыне працягнецца цэлы месяц. У праграме сустрэчы розных пакаленняў маладзёжнага руху, працоўныя акцыі, суботнікі па добраўпарадкаванні помнікаў і месцаў пахавання юных герояў, вуліцы сквераў, названых у гонар камсамола, а таксама мітынгі, урачыстыя прыёмы ў піянеры і БРСМ.